Приходите свободным. Как будет по-английски «приходите свободным»? Как? Кто какие версии предложит? Come free. Это будет некрасиво, если дословно «приходите свободным». Может быть, come and be free или как-нибудь так, может быть. Be free, that's, you should take into account some nuances. Ты должен нюансы какие-то учитывать, когда ты переводишь. Например, не получится просто там free out. Скорее всего, именно в том режиме, в котором это на чеченском Tesla, наверное, перевести не получится, так же, как английское privacy. Его нет перевода на русский язык вообще. То есть приблизительные понятия. Естественно. Но мы должны какой-нибудь эквивалент нашей, не знаю, используя нашу фантазию и аналитическое мышление, предложить какой-то заменитель. Его можно, скажем так, сочинить, но не нужно буквально. Нужно говорить, приходи свободным, ну вот это свободный, это же прилагательное. Feel comfortable. Нужно искать что-то другое, но Заза это автоматически поняла. Нужно искать что-то другое, но имеющее такой же смысл. Например, свобода это freedom. Come with freedom не звучит, это как-то не очень. И с этим прилагательным свободный его вообще не нужно здесь применять. Come free. Свободным, цантердуй, Тесла, вольным, приходи вольным и свободным, цантердуй. Свободным, Эльф, это не так звучит, именно комфорт. Ощущай комфорт. Ну, комфорт это тоже, короче, не ахти как. Но это более ближе к нашему маршруту. Давай еще искать, потому что английский язык, у него очень много этих слов и опций, и разных выражений, идиоматических, и таких. Например, приходи свободно. Be free. Maybe freedom with you. Например, maybe force with you. Так думаешь, «Звездные войны», да пребудет с тобой сила. May the force be with you. Олицар. Да. May the freedom be with you. Эквивалент. Да. Let us bring freedom with us, например. Или пусть Бог даст тебе прийти свободным, или пусть ты принесешь свободу Божь. Эту фантазию можно подключить, если она есть, и найти очень отличный эквивалент, как вот этот создатель «Звездных войн» нашел, например, вот это выражение, которое вполне могло быть в реальности, не знаю, какие-то революционеры какого-то времени, неважно, вполне могли бы такую фразу использовать, и она подходит. Feel free. Это Feel как раз, free. английский знаешь, говорит возможность, что. Feel free and help yourself. Ну, если говорить камень уже не welcome. Вместо приходить, добро пожаловать, если употребить. Или welcome free. Это не бытовое, это такое символическое слово. То есть как бы революционеры им обменивались, вы понимаешь, это такое, потому что они угнетенные, они восстали против кого-то, и вот это их подполье вот так друг друга приветствует. И смотри, почти что вот и марш Уорлбол. Потому что мы постоянно находились под этими имперскими атаками, и у нас вот этот революционный, скажем так, противооккупантский, скажем так, приветствие мое, просто выработавшееся. Если бы мы сидели под какими-то оккупантами и стали бы уже как бы гибридной частью их империи, то у нас этого не было бы, оно ушло бы. Что оно потеряет смысл. У нас есть хозяин, лорд, пер, шах, султан, и мы все его подданные в этом шапкой шламат, пешбу, отъешбу, какой-то свобод. Мола, это же издевательство будет. То есть это абсолютно наше чеченское приветствие. Его можно как-то перевести, я думаю, на все языки его можно перевести, но нужно искать эквивалент, вовсе не пытаться буквально
Лайтерли, Оли? Лайтерли. Буквально, астоматта. Буквально. Literally. Лайтерли. Вот, не поправить, я заречь. Лайтерли, литера, это же буква. Letter по-английски, то есть буквально. Buchstäblich, ол немцы буквально, от слова буква. То есть они просто перевели с немецкого это, Buchstäblich. Прям вот это вот ни в коем случае нельзя делать вот эти literary translations. Извините, я немножко зачитаю, и как у нас будет вот этот, как мы будем спасать чеченский народ от незнания английского языка. Вот реально ищем ситуации. Нас нужно реально спасать от незнания. Этот язык вот сейчас, он очень нужен. Так, наша цель, то есть цель вот именно этой серии передач, есть еще разные, научить весь народ, чеченский народ, английскому языку. Это, конечно, преувеличение. Понятно, что мы не сможем весь народ научить английскому языку, но всегда нужно ставить, как на переговорах, максимальную цель, чтобы хотя бы достичь минимума. То есть, зачем это нужно, вопрос теперь. Может, обойдемся русским языком, это пасбеш. Но некоторые, some people, somebody. Я буду смешивать слова, чтобы мы автоматически будем людям новые слова вот так учить. Чуть позже я еще уточню, как это. Отвечаем, нет, не обойдемся русским языком. Сейчас это супер важно для нашего народа. Мы находимся в русской виртуальной языковой тюрьме, клетке или концлагере. Concentration camp, английским концлагерь. И не можем довести до мира без знания английского свою точку зрения, свою правду, как на политическом, так и на историко-культурном уровне. То есть вы запнах бушон в этом языковом плане, потому что весь мир шей английский мот, а мы шей бал белха без шей подчалшим ашбу, а мы находимся вот в этой самой языковой тюрьме. Какой они прав? Так, русский язык блокирует нас и ограничивает, служа неким посредником, проводником, намеренно искажающим информацией базовые знания, что он сам брал и берет на Западе, но пропуская через свой языковый барьер, кормит нас суррогатом. Туда еще добавился и арабский язык, который точно так же сам все берет из Запада, сам учит английский, а нас просят учить их арабский как обязательный. То есть нам уже два барьера ставят. Абсолютно верно. Спасибо за уточнение. Абсолютно не избах. You have point. То есть по-английски это значит, ты правильно сказал, или ты сделал правильное уточнение. У тебя есть как бы point, это топик, точка. Служа посредником, намеренно искажающим информацию, базовые знания, что он сам брал и берет на Западе, я повторяю, но пропуская через свой языковый барьер, кормит нас суррогатом. Суррогат – это не оригинальная какая-то подделка, скажем так, под что-то, неважно что, это может быть что угодно. Поставив нас в положение, где мы вынуждены как народ делать или переступать через две ступеньки, а не одну, как сами русские. Что это значит? Это значит, что нам, чтобы добраться до английского, сначала нужно, кроме нашего родного языка, выучить русский, на нем получить образование, потому что русские нас вот этим барьером ставят, то есть образование только на русском, хоть сдохни. И дальше мы уже должны еще и английский, чтобы мировые как бы знания. Вы уже представьте, что многие просто не дойдут до этой ступени. То есть, как бы если представить это как лестницу, то есть мы раз с одного языка на следующей ступеньке, а русские уже там. То есть им русский язык у них родной язык, и они автоматически учат второй английский. То есть им автоматически вот этот, не знаю, спортсмен поставлен впереди нас на одну ступеньку.
То есть ему туда попасть легче. Давайте так. Какие еще аргументы в пользу знания английского, если кто хочет, может высказать, я дальше продолжу. Парма, ты высказал четко, еще добавку сделал. Кто еще, почему нам нужен английский? У кого-нибудь есть еще идеи? Убедить наших этих зрителей, зачем нам нужно его учить? Ты нигде никогда не пропадешь. Куда бы ты ни поехал, английский язык будет везде. A good point. То есть хорошее уточнение или правильно заметил, скажем так. Тоже это достаточно сложно перевести вот это выражение. You have a point, a good point. You can introduce yourself. That's a manner. Без помощи. Тесла, я 24 года в эмиграции, и последние несколько лет после того, как я перебрался в Штаты, где вот английский, я никогда не думал, насколько это важный язык. Точнее, я не понимал этого. Вроде бы все мы знаем, да, что интернациональный язык, да, ты себя везде можешь найти, все понимают на этом языке. Я шокирован. Это не просто интернациональный язык, это, по всей видимости, язык, который с собой несет мощную силу и влияние на весь этот мир. Честно, я вроде бы знал его, я 5 языков знаю, но я никогда не предполагал, что он настолько может быть необходимый и номер один в этом мире. То есть не просто разговор на нем оказывается, за этим языком стоит целая власть, влияние, культура, все подряд просто. Мне кажется, что именно этот язык, благодаря этому языку и держится весь этот цивилизованный мир. Так, отлично. Прежде чем дальше продолжить, когда вы говорите, когда мы сейчас будем обсуждать какие-то темы, я могу широкий спектр разных топиков. Топик – это тема. Каждый раз, когда вы говорите, обязательно, или когда я буду говорить, вы говорите, обязательно, если можете, заменяйте какое-то слово на английское или какую-то фразу. То есть, чтобы наши зрители таким способом интерактивным, скажем так, бессознательным, unconscious по-английски, бессознательным способом, unconsciously выучивали это. То есть они хорошо запомнят, потому что в разговорах, особенно в групповых, сказанное хорошо запоминается. Это как-то связано с нашей социализацией, как человек, существо, скажем так, социализированное, нуждающееся, который не может в одиночку выжить. Поэтому это важно, мы запоминаем это, мозг хорошо это запоминает. Поэтому, когда вы сейчас будете мы будем сейчас на любую тему говорить, интересные разговоры вести, забудем даже, что мы для английского собрались, но мы будем обязательно. Кто-то может спросить про грамматику, как он учил английский, как он... Это тоже обязательно сейчас будет. Но все наши уроки будут сосредоточены на каком-то интересном разговоре. Меня хорошо слышно? Я надеюсь. Но сосредоточены на каком-то интересном разговоре. И мы автоматически будем туда примешивать английские слова и фразы. Точно так же, когда мы говорим по-чеченски, мы часто очень русские фразы, целые фразы и слова туда вставляем. Вместо этих русских фраз, если вы говорите по-чеченски, вы можете английские, если знаете, вставлять. Или если чисто на русском говорите, то какую-то часть фразы тоже кто может. Кто не может, не проблема. Он может просто одно слово дальше ставить. Это не надо. Потому что здесь пришли те, кто знает, те, кто хорошо знает, те ничего не знает, те только начинает. То есть из-за этой смеси у нас будет именно такой. Я этот метод подсмотрел в этом фильме «13-й воин», когда вы помните, что этот Антонио Бандерас путешествовал с этими викингами, и каждые не знаю, сколько-то месяцев перехода он постоянно у костра слушал, как они разговаривают. Те вечером после перехода собирались, разжигали костер, готовили кушать и разговаривали на своем старонорвежском языке. Он слушал, и поскольку у него был острый ум и
аналитические способности, он в конце раз резко. Вот этот переход, кстати, к языку, он там точно описан, он происходит резко. Вот я тоже раньше не думал, что вы так бы постепенно узнаете язык. Нет, вы как бы пытаетесь, ничего не понимаете, и в какой-то момент вот у вас критическая вот эта база данных, скажем так, и словаря вашей в голове, резко как бы это в одну ночь упорядочивается, и вы на следующий день уже что-то понимаете. То есть у меня точно такое же было, когда я учил разные языки, польский язык, например. То есть я там месяца 3 его учил. Все равно даже по телевизору не понимал, что говорят, просто не успевал, мозг не успевал. И в какой-то один прекрасный день я проснулся и сразу стал все понимать. То есть вот идет накопление, а потом резко, рывок. Английский язык, он еще и очень сложный. Не сложный не в смысле, что наоборот, первый там говорить на нем о бытовых вещах довольно легко. То есть грамматика там легче, базовая. Но уж как сам по себе он очень большой. То есть, вам не нужно об этом думать. Нам нужно хотя бы и вот с базы начать. Есть база, ты автоматически на английском будешь смотреть фильмы, новости, разговаривать и автоматически накапливать вот остальное. То есть, это будет происходить уже естественным. Natural way. Natural – это натура или природа, естество, естественно. Поэтому у меня просьба всем, кто говорит, кто может, пусть примешивает английские слова, естественно, сразу же объясняя или переводя эти слова. Для начала, так, начнем, я первый вопрос задам. Кто хочет рассказать, как он учил английский язык, вот как у него получилось выучить его, какие проблемы были. Кто начнет? Я могу рассказать. Давай, you're welcome. Я учила язык, это медлен, кстати, я учила его сама, вот, дома сидя. У меня была большая мотивация, огромная просто. И так как я музыкант, я достаточно дисциплинированная, во мне выработали многократные занятия фортепиано, выработали терпение глобальное. Музыканты, они просто, инструменталисты, я говорю, именно там, скрипачи там, и так далее, имеют огромное терпение. И это терпение, оно помогает везде. И я когда учила английский, помню, где-то в течение 2 лет, на данный момент я имею где-то, может быть, средний уровень языка, я могу сейчас спокойно переключиться и переключить язык и говорить все, что говорю на английском. Уважаемая Мадлен, смешивайте английские слова, если хотите, да. Как я учила, как бы, my big experience, так сказать. Вот, значит, смотри, я помню, начинала все, самое первое, что было, это 16 уроков Петрова. В России есть такой полиглот, у него очень классная система, я считаю, прям превосходная, просто excellent, отличная. И начинала изучать с глаголов. У него, я прям всем советую это делать, потому что многие по его системе делали. 16 уроков называется. 16 уроков английского, французского. Сейчас на данный момент у меня уже 2-й язык французский. И я также учу, как и начинала. Sorry for interruption. Please mix some words with English. Okay, yes. Мой первый опыт, my first experience was I started with lessons with Petrov. Начинала уроки с Петровым и изучала I'm learning verbs. Там где-то топ 100 verbs. Я начинала с 100 самых нужных, так сказать, глаголов. Потому что наше действие, наша жизнь, our life, it's action. В основном, Вот. И начинала именно с его уроков. Потом downloading приложение, сейчас не помню, как это будет, приложение с App Store загрузила и постоянно практиковала. Там было 3 времени, получается, present simple, настоящее, потом past simple, прошедшее, с использованием with using irregular verbs, и с этим, и future.
3 времени, просто самые большие 3 группы, вот, и мы, получается, я изучала вот эти вот 3 группы. Не по одному времени, а по 3 времени сразу один глагол, и сразу тут в голове у тебя вот это вот structure, вот это sentence есть, предложение, чтобы они строились, ты примерно знаешь, что использовать, когда ты сразу учишь в 3 временах. Вот. Introduction and knowledge. Who will be next? Кто будет следующий? Good evening, everyone. Good evening. If you don't mind, I would like to use my play English to introduce myself. So my name is. Oh, I will avoid this moment. So I learned English. I began learning English when I was a kid. I liked the music, like the rock music, AC/DC, Deep Purple. So I translated the text, and I like England culture. So I have a small request. Sorry for interruption. I have a small request. You can mix English and Russian or Chechen and English, whatever. Because our зрители не будут тебя понимать, если ты будешь только на английском говорить. Please mix it and explain meanings of your words. Ох, я даже не знаю, как это сейчас сделать-то. Это сложно достаточно. Это сложно. Ты то же самое делаешь, когда говоришь на чеченском, например, ты мешаешь русские слова. Ну, это грузинская черта ярко выраженная, мешать русский с чеченским. Вот мешай чеченские и английские слова. Так, давайте тогда следующий. Да. Кто? The next one. Please. Who is the next one? Ну, я могу использовать, я могу, в принципе, помешать. Нет, дай другим, подожди. Мы не можем с одного человека целый вечер слушать. Зараз Юпача, у нас English-speaking people. Что надо делать? Машло. Надо говорить какой-то вопрос, мы сейчас обсуждаем, как кто учил английский, вот какие проблемы у него были, what problems he had. Но при этом нужно обязательно мешать, ну, если ты можешь, английское слово какое-то туда или фразу вставлять. Ну тогда Асам где-то? You're welcome. Go ahead. When I studying, когда я изучал English, I studied. I'm studying это прогрессив, длительно, когда ты учишься, я учусь, I'm studying. When I was studying, ты изучал когда-то, вот у тебя какое-то длительное действие было, какой-то момент в прошлом, I was studying English, или, я не знаю, I studied, это, I learned English. Better use learned English. Yeah, it makes sense. Studying is you can study in university or in, I don't know, some technical. When I learned English, когда я учил English, Yes, I learned. Говорить, не пытайся, если не можешь, говори по-русски или но к чему там, но смешай какое-то слово английским говоришь просто. Это проблема. Расслабься, релакс, и говори просто что-то о каком-то вопросе, как я изучал английский, вот how I изучал английский, ты можешь мешать их. Это проблема. Мы это все время делаем с русским языком. I learned it по программе ЕГЭ.
By the way, what what difficulties you have by learning? Какие проблемы у тебя были, какие трудности у тебя были, когда ты учишь? как раз таки I learned grammar English. Поэтому я не практиковал. I don't use English. Да. You don't have a В practice. повседневной жизни. Поэтому yes. I have so many problems with разговорный English. Сколько слов? How Поэтому many words you know? Сколько слов ты знаешь? I don't know. Я просто больше грамматику и вот по school программе, вот по этой программе я более-менее знаю. Наша вот эта передача, это для тех, кто учится английскому, и те, кто уже хорошо знает, и вот сюда приходят, чтобы как бы тоже помочь нашему населению, народонаселению тоже учить. Поэтому обязательно чтобы участвовать. Просто я, чтобы как бы не снова и легко, я тебе, когда ты смотришь фильм, cinema, movie, английский, в Америке говорят movie это кино, и cinema тоже. Cinema это уже это заведение, кинотеатр даже может быть. Вот how английский мотта, movie хюешен, do you understand everything? Он масум кити? No, I don't understand everything. How much? Сколько? How much? Сколько пьет он? 25, 50. Percent. Percent, не Да, процент. yes. Percent. 50, 55, 25%. Именно чисто английский, вот если брать British, чисто английский, вот не Америку, а именно не американский, а именно английский, вот тогда я понимаю больше уже 65%, 70%, 35, алачам, 30. Кстати, что для тех, кто не знает, потому что страглинг это бороться с чем-то, что-то преодолеть, наверное. Страглинг часто используют это слово. А здесь дошни еще какой все дошни, что не амби. I will always mix some English words to get you some information, to provide some information. Вот и буква дуй, the, душен, the. И мот церк щукай багати просто the. Распиш the all, потому что они не могут это сказать. Точно так же и французы, имеют проблемы с произношением этой буквы. The душен. Более того, она имеет две такие особенности. Если после, это как артикль мадуй, вот этот артикль the, если после него идет слово, начинающее с гласной, например, information, информация, то надо говорить, его произносит the, то есть the information душами. То есть мот от церкщук обилшей, the information, the дачный, же дачный, се дачный, никак не ведитесь на это русские и зарыти, Русские это делают, потому что они не могут его произносить naturally, то есть потому что их язык это как бы не подходит для этого. Они, конечно же, его осваивают с течением времени, у них тоже хорошие эти полиглоты есть. Но технически для скажем, среднестатистического русского это трудно его произнести. Мот просто передний церкшляхту на the information. Нагасан, если он начинается с согласной слова, то его произносится как ногчи öduй и тихтухаштунах. The душами.
تسنى ميكشة دي أتيوق حد يالدوشن كستاتي تألا даже ولا دوشن إزاي أولش это horrible accent دوشن отвратительный акцент это Z говорит вот этот и TH комбинацию и буквы и звуки английские. Например, слово, я не знаю, на согласную какое-нибудь, book, например, the book, the book, the, вай дуй, и отсюда иха просто. Ты волшебно мотти били, the book. Попробуйте кто-нибудь сказать. А ну-ка, Пармат, ты сможешь этот звук сказать? Какой звук? The? Да, о, молодец, ты хорошо его говоришь. Скажи, книга вот этим артиклем и информация по-английски. The book, the information. Это явно видно, что ты прослушал, отвлекся. The, если халха гласный должен слово должен дуй, the information. Не the это если согласен. Так, Пармат, Судик Марес, сходи. Меня слышно хорошо? Хорошо. В записи важно, душу. Если плохо слышите, сразу меня предупреждайте. Так вот, когда начинается с гласное слово, вот этот артикль произносится the, и, тут иха, и дилцун. Если начинается согласное, the, ногчи, дуй, и ал. И мы автоматически сможем его сказать. Ну-ка, скажи яблоко, Пармат, по правилам, с артиклем. An apple. С определенным артиклем, the. The apple. Поскольку это гласное, то, естественно, ты должен говорить the apple. Скажи машина с артиклем определенным. The car. Молодец, ты усвоил. Кто еще попробует этот звук? Это очень проблемный звук кушун. Я в свое время в молодости очень мучился, потому что в СССР нельзя было узнать, как его произносят. Потому что все русские его на «з» заменяли. Ну, давай мне какой-нибудь. Тоже хочу. У тебя хорошее произношение. Ну, скажи тогда, подожди. Скажи поезд. Ну, с определенным артиклем. С определенным артиклем. The train. Правильно. Скажи самолет. Plane. The plane. С артиклем договорились же. С артиклем я сказала the plane. The. Вот ты это русское «з» усвоила. Прекрати это русское «з». От того, что они не могут его сказать. Нет, приложи язык к зубам, с внутренней стороны к зубам, и чеченское начиная с «т» и кончая чеченским «the». Вот. Да, чеченцы имеют в своем языке, не знаю, под полсотни звуков, они могут любой звук фактически, без акцента на любой язык выучить. Это русские не могут, потому что у них нету горловых звуков, и им очень сложно языки с горловыми звуками выучить. Если вы заметили, они и по-немецки, и по-английски, когда говорят, вот это H, который в чеченском языке есть, и мы его легко можем произносить, они его заменяют на «х». My husband, ich habe gemacht. То есть это ихняя, скажем так, фича. Чеченцы же, которые вполне могут сказать I have my husband because we have this sound. Wow. Хотя у нас есть вот этот звук, мы почему-то с русского языка начинаем изучать английский и начинаем говорить вот это русский, вот акцентированное «з». The best, the car. Это, в общем, не знаю, раздражает и глупость. Я так думаю. Дядик Тел, а ты можешь проверить просто в общем и целом мой акцент? Да, Лиза. Конечно. I can easily speak in English. You can just like listen to me and tell is that correct or not, because I feel like I have a lot of Russian accent also when I speak English. No, you have a pretty decent accent. I don't feel any
it's quite good. Quite good. Okay, so I don't need to feel flurried. Introduce yourself. Don't of course don't tell any names or your location. No. Just say something about you. Yeah. I came 1 year ago to Germany, so I'm currently working now here in Germany also. Learned German also. I can speak in German, so you can also check the German accent. But yeah, English I'm also learning for one and a half year. Previously I was learning this in school also, but had a huge accent in like Russian accent, of course. But I'm working out to fix it. And yeah, I hope that it's going good now. It's nice. I'm impressed. A very good. Of course, any native speaker will trace something in your pronunciation. There's no doubt in it. Yes, of course. Yeah. In all, it's very good. It's very good. You're on your way on perfection. Next one, please. Я answered, yeah. Вот это чисто чеченский акцент, который хорошо начинает говорить на английском. Он мне знакомый. Именно вот война Уйба, когда уже более-менее осваивают язык разговора. I beg your pardon for interruption. Please mix some English words when you're speaking for benefit for our. I will try. Spectators I think she has a more like a real Chechen accent. Usually that's how the Chechens speak, that when they just start learning English. It might be 1 year, it might be 2 years, but молодец, you're doing wonderful, and I really like that. Yes, because I had like in a fear, I was not raised in Chechnya, actually. I was raised on the north of the Russia. So of course I usually have accent when I speak in Chechen, but I don't have any accent when I speak in English. And that's why I was really having a huge fear that when I speak in English, I would have some kind of like Russian accent, you know. But it's really nice to hear. Thank you very much. You're very welcome. Tesla, this is very interesting subject, not topic английский, но this is very interesting. Translate your words for our. Она сказала, что она не полностью выросла в Чечне, right? I have the same case. She wasn't born there. Yeah. She said she wasn't born there. Yeah. No, I was born, but I was not raised. I moved to the north of the country when I was 6 years, and that's why I don't have any accent when I speak Russian. I don't have any Chechen accent. Let's start from there. But I do have some accent when I speak in Chechen, I think. But everyone tells there is okay. But I just switched the Telegram in Chechen language. So I'm currently learning a lot of Chechen, and I would like to learn it more deeply than I know now. And yeah. I have a next request to if you good in English, say something in English, a whole phrase, and when translate it. Okay. Or yes, if your language skill is not so good, you can just mix some words and translate them. It's for our people. То есть, если у вас хороший уровень английского, вы можете просто так бы... Вот бывает вот эти книги, вот здесь на этой странице по-английски, а здесь по-русски или там, не знаю, на другом каком-то языке, то вы как бы это... Сначала это читаете, потом фразу на этой стороне. То есть вот так себя. Кто хорошо владеет? Who have great skills in language. Чесло, I think I have пусть это слова хотя бы мешают. Вот одно выученное слово, чтобы быть полезным нашим слушателям. Tesla, can you check my pronunciation? Because I born in Grozny and grew up in Moscow. And yes, I have a good Russian language. And I think you will be correctly with my pronunciation. I think I have a little problems with pronunciation because now I don't have a practice. And I learn English by myself at home during 2 years.
And now I will working my pronunciation. Thank you for your contribution to our. You're welcome. Our program. Okay, next one. Кто хочет, who wants to elaborate his English struggling, I don't know, learning. Пармат, ты можешь что-то сказать по теме? Как ты учил английский? Артур, ты можешь рассказать, как учил английский? По-русски говорите, но или по-чеченски, но если можете, мешайте какое-то слово. Я, в общем, I'm working and learning наушники. That's funny. Tesla, I think, что мы должны learning one topic по темам. For example, one topic about the room, да? 10 слов, допустим, выучить. No. No, it's my experience. That's the mistake. We make no mistake. Если мы будем учить по каким-то темам, это скучно. Люди убегут, как я начну им past perfect, там, не знаю, past continuous рассказывать. Там, вот это очень скучный материал. Люди от этого, тем более в возрасте, которые просто сбегут. У нас есть вот этот метод 13-го воина. То есть мы должны, разговаривая, conversation, разговор, conversation. Вот я их учу разным, я уже штук 10 слов им сказал, они могут это запомнить, повторить в один. They can remember. То есть remember Бог, помнить Бог душу. Memorize, вот да? Запоминать. Memorize это тоже memory, память, memorize производная от этого слова, запоминать, короче. Но remember это помнить. То есть они запомнят эти слова. Save тоже, короче, это или keep in mind, то есть хранить в голове, короче. Это много есть. Но не нужно это чисто на английском говорить, и не нужно чисто на русском или на чеченском говорить. И обсуждаем какую-то тему, но мы сейчас говорим просто, как кто язык учил. То есть кто еще интересно, тут кто скажет, как он страдал, suffering, душ он страдает, suffer, Tesla. Уча английский. Сахата, да, это? Just a question, okay? Коль мы говорим здесь ногче в основном, who has accent, есть, нету. Может быть ли такое? What do you think? Может быть ли такое, что в войнах Буйба они faster осваивают английский and easier, нежели Eastern European или Russians? Если они не делают одной ошибки, если они не делают one mistake. Mistake – это ошибка, что? Когда ты обычно в нормальном случае чеченцы bilingual. То есть из-за того, что у нас все образование, газеты, книги, радио, кино, песни, все на русском, то мы как бы двуязычные, bilingual. Bilingual – это двуязычный. И от этого, поскольку мы двуязычные с самого-самого детства, когда наш организм, наши голосовые связки, по-английски голосовые связки vocal cords, то есть вокальные эти, не знаю, струны или веревочки. Корд – это веревка. Vocal cords. То есть наши vocal cords, они и мышцы вот эти, все имеют как бы два этих положения, между которыми они переключаются. Когда мы говорим на чеченском, они в какое-то положение становятся, и вот в этом мы говорим по-чеченски, без акцента, понятно. Когда мы хотим говорить по-русски, они переключаются на такое положение, то есть такая-то происходит некая перестановка или чего-то там, не знаю, что у нас в мозгу это контролирует, и мы уже по-русски без акцента говорим. То есть, и когда мы совершаем вот эту нашу чудовищную ошибку, когда мы учим английский, мы берем русскую книжку, читаем русский текст, и у нас вот они приготовились говорить по-русски. И мы вот этот русский акцент
приносим в английский. Хотя вот и нам это абсолютно не нужно, мы можем просто с чеченского учить. То есть надо обмануть свой вот этот аппарат, то есть не давать ему учить английский с русского, как-то его возвращать на это. Да. Very good point. Very good point. Thank you. Так, кто еще? Who's next? Кто еще может сказать что-нибудь? So Watson, a great speaker. I'm learning. I will learn all my life. То есть I'm learning. Всю свою жизнь я буду учить вот этот английский и, возможно, до конца его не выучу. То есть always room for perfection. Цундейл, поправить чему мы дать, ну, как совет. Абсолютно, да. И могу сказать, что он тоже, я тоже, 5 languages, то есть и он, который учил, но из-за того, что практику сделал, они улетели из головы. Но я не идеален, я далеко не идеален. То есть мы для этого и собрались, чтобы помочь друг другу перейти на новую высоту, взять новую высоту. Поэтому хватит вас о проблеме, Артем. Никаких авторитетов тут нету. Эйлер, я воспользуюсь этим моментом. Bilingual, интересный факт. Говорится bilingual, то есть кто-нибудь слышал слово bicycle, то есть bi-weekly, 2 раза в неделю. Bicycle имеется в виду 2 крутящиеся моменты, вот эти колеса, да, или bilingual, то есть, может, если интересно. Это, возможно, это связано с этим, с американским и с английским. Например, американцы directed to me all, а англичане directed to me all. То есть, возможно, их что-то, возможно, англичане говорят bilingual. Да, возможно, я могу ошибаться здесь. Там есть и произношение, оно очень, там, австралийцы так говорят, канадцы так говорят, там есть разница. Но в американском, да, действительно говорят bilingual, и я согласен, да, хорошее уточнение, потому что я действительно пытаюсь американский английский больше использовать, американский. Британский английский мне само немножко, не знаю, у меня к нему пристрастное отношение. То есть и вот это и хомштючи, и эрглотатящи. Через нос они говорят. Мне он звучит как-то некрасиво. Американский английский мне как бы по душе больше. Так что да, я bilingual буду говорить в следующий раз. Спасибо за уточнение. Так, Кацауи? Yes, I am. Welcome. Introduce yourself. Good evening. I'm from Europe, and I learned English when I was young. And I don't know any Russian, but I do know Chechen. And the reason I didn't learn Russian is because I invested everything into English. What else would you like to know? I don't know, whatever you want to say. Where are you ethnically from, if I may ask? I am from Chechnya, just raised in the diaspora, so I have a different accent. You don't speak Russian, yes. It's all, yeah? No, I don't speak Russian. Son Ursimotare. Тяжело верится. Сесом ныген Чечня. Who are these? Dikdo ornachchi moda ornachchish angliski motamos. There is Hill. Die ganz Hill masom tak. Финцу introductions чакьяла. Introduction — это вступление. Запоминайте каждое слово, дуется, а вы короче. Every time, то есть каждый раз, и запоминать. И наш словарный запас автоматически пополнять решен. Так, теперь время вопросов. Матсахушчан. Тесла, Дари, перед тем, как мы перейдем к вопросам. Коротко, просто хочу сказать, вот сейчас была возможность, чисто раскрыли ночь морайдос, была возможность маситься гвисхали кучу адуида, суть ола, ну, я радуюсь, смотря,
я все-таки уверен в том, что первоначале Махаттара, we are different than Eastern European and Russians, and I think we pick up the language much easier than they do. And я сейчас ни в коем случае не поднимаю насилие, опускаю, да, но хочу всем сказать, кто бы здесь вот сейчас не слушал, кто-то молчал, кто-то хуже говорил, кто-то хорошо говорил. Да, дальше молодцы, в общем, все нормально у вас получится, все. Поддержать это, что те, кто постеснялись, может быть, когда обычно бывает, там, и уходишь на урок, тут один там умничка выскочит, так начинает хорошо говорить, и ты уже себя неловко чувствуешь, уже боишься рот говорить. Чтобы этой атмосферы не было, я имею в виду, что у всех очень хорошо получается, молодцы. Дарков. Да, страшно. Это если ты идеально говорил бы, зачем ты вообще здесь нужен, хоть у Дагомадати? То есть даже очень... С английским маттах translation ирон, английский маттах translation. Проблема. Even if you know English well, you always have something to learn. We don't need to, I don't know, to look at someone from above. I don't know how to say it. Нам не нужно на кого-то сверху глядеть. Это проблема. Инца шей хаттер шдой и мот амош. Проблема, что например, или что-то вы хотите узнать, как ида шаг, какой следующий step, what the next step I should make in learning English, то есть какой шаг я должен, когда any advice, то есть be helpful, то есть хэтташ диаш, кто изучает, who is struggling with English, кто борется, пытается выучить этот язык, что вы хотите узнать от уже более more experienced people here. Можно вот минуту я пойду? Я хотела посоветовать big advice to people watching the film with subtitles. Смотреть фильмы с субтитрами. I think it's the best way, an interesting way for learning English. And и запоминание слов для improve your vocabulary, для повышения слов. Вот мне помогло. For me it was so useful. Thanks for your kind advice. Okay, next one. Who is learning? То есть кто учит, кто не может, все хатташдуешь важно, потому что нам нужно помочь. We need to help these people, то есть people who is struggling. Who are struggling, sorry. So, What problems you have? То есть какие проблемы встречаются у тебя на пути изучения английского? Problems, yes, because there's alphabet, we use irregular verbs, we use past simple, present simple. Ich geht's alle an, ich dachte, You have no questions. У кого есть? Who have any questions about grammar, about learning at all? Ибрахим, Машвола. Маша, пропустил я почти урок. May the force be with you. Это, например, с чем ты борешься? У проблем школа. Это понятно, то есть с кефиром борешься, с кефиром 3%, но я имею в виду изучение английского языка. Я извиняюсь, шутка. Дело, борюсь, вот время у меня не хватает. Не то, что время, не знаю, там, начать, задало слушать. Так, изучение английского, сун просто и начально бьешь и все равно. Вот как правильно, изначально. Ты сможешь, я ногчему отбьючен, и раскому отбьючен, английское какое-то слово вставлять, а и раз должен вставлять, мадар. Доллар дойхаки? Тхаддеш сан хуудешташ, наверное, доллар дойхаки. Прямо в этой фразе ты мог бы вставить слово.
I don't know. Как он говорит. Так, боец активно. Так, у всех все прекрасно. Массан, что значит, проблем еще очень буквально губишь. Фактор, да, I speak don't in English. I speak don't English. I don't speak So I don't. English. Yeah. What's going? Yeah, I don't speak. I don't speak English. Or Какая разница между little bit English oder speak English? or Please repeat your question. Повтори, где? Какая разница между I little bit English oder I speak English? Это значит учить или говорить? Learning это учить, а speak говорить. Learn учить. Похоже на немецкое learn. Некоторые говорят you little bit English, когда вот со мной я немножко понимаю английский. Little bit Бога, немножко Богу. Leider habe ich. Я теперь понимаю. Ага, все. Leider habe ich ganze Zeit verloren. Ибрahim, мы нас прервали, я тебя спрашивал, I don't speak English, это понятно, а I do not speak English. В чем это разница между, кто скажет, в чем разница между этими двумя фразами? Еще раз повтори. Да, еще раз. Принципиальная разница, Тесла. Принципиально. Повтори, дай плачек, повтори, I don't speak English, I do not speak English. Это то же самое, только на короткое записывать сокращенная версия don't. Нет, есть смысловая разница между этими фразами, кто знает. Do not пишут в официальном письме, а в разговорном повседневном говорят don't. Don't это не. Тесла, по-моему, я не учу английский. I do. Это, по-моему, I... Нет, но давайте, кто еще тогда знает, в чем разница между I don't и I do not? В разговоре. Официальная повседневная речь. Нет. В самой структуре don't это не, а do not делать не, если переводить прям по словам, do это глагол делать, not это частичка. Нет, Лиля, do not и don't это одно и то же, просто сокращенно записанное, но в них, в разговоре они имеют смысловую разницу. Кто знает какую? Объясняй. Эльник должен объяснить то, что у нас. Я повторю, I don't, Бог, я не говорю по-английски, Бог. Просто я сообщаю тебе расслабленно, то есть я с тобой разговариваю. I do not, Бога, сун, цаха, английский. То есть это немножко раздраженные повышенные тона, видишь? А do not, Оли, то есть есть такое раска даже выражение, с расстановкой. Я не знаю. Это эквивалент вот этого души. То есть do not Бог это сильное отрицание. Типа, когда до тебя докапывается. Да, практически сокочерва Бог. Но, конечно, он тоже имеет свои степени, дегри имеет. То есть, ты можешь I do not, то есть цахасон само немножко, и ты можешь сильно там бетоном где, то есть на него, прям акцент на него делать, do not do it, мадье и Бог. Ногти даже, у нас даже это есть, мадье it, то есть мы как бы с расстановкой произносим. То же самое, don't do it, то есть
Do not do it. А don't, он как бы это более там, не знаю, меньше агрессии, скажем так, в кавычках в этом. Кто еще нам какую интересную информацию сообщит? Do not is actually more formal too, depending on a situation. Yes, it depends on situation, but there's this difference. Not in all cases, but in some cases. Хотела, интересно очень так получается, люди, которые выросли там в Европе, у них какое-то шикарное вообще произношение, чем, допустим, я учила даже. Я просто в шоке сейчас. Мне кажется, даже у меня не такое классное, как вот у людей, которые там жили, видно, русский не изучали, выросли в Европе. Это, наверное, говорит о том, что, ну, допустим, я сейчас учу французский, и у меня очень хорошо он получается. Преподаватель говорит, что вообще нет проблем с французским. Ну, потому что у нас языки похожи. И я думаю, что, скорее всего, ты был прав, когда говорил, что те люди, которые выучили войнахи в Европе, без изучения русского, да, без этого как бы направления, да, вот этого прессинга русского языка, намного лучше у них произношение. Это прям чувствуется здесь, вот те, кто говорят, прям классно. Прям аж приятно. You have a point. Так, кто знает, вот чем отличаются вот эти три языка, английский, русский, чеченский? На ваш взгляд. Your opinion. Ну, это... То есть грамматический, там, не знаю, stylish, стилистический. В первую очередь, может, кириллика, но там много отличий. Латинский алфавит. Тесла, там же много отличий. Ну, как реально много. Но первое, что в голову приходит, например, наша особенность с обращением на «вы». То есть мы все равно говорим «ты», подразумевая «вы» как автомат. То есть в английском этого нет, в русском тоже. Там есть форма «вы», у нас ее нет. У нас только множественное число. Ну, как это? Ну, и там много же отличий у нас. Мы по одному будем вот так. Кто кому какая приходит в голову. Да, в английском языке вежливое «вы» вымерло. В немецком есть, в русском есть, в чеченском тоже нету, скажем так, вот этого «вы». Но в английском оно давно вымерло, когда-то было, видимо. Так, еще кто знает, какое отличие есть? Порядок в любом предложениях. Отлично, тоже хорошее это замечание. Порядок слов очень в английском очень важен. То есть существительное должно стоять впереди, потом должно идти, не знаю, сказуемое, то есть глагол, потом это, то. Есть там специальное правило. В русском языке ты можешь их произвольно смешивать. Там. Сказала я, пошла туда пошла. То есть из-за того, что в русском языке есть склонение глаголов, то есть окончание глагола меняется и показывает, кто сказал, кто сказала, то есть когда сказала, то есть и время, все по временам, по родам склоняется. Из-за этого, из-за того, что ты переставишь слова, смысл не уйдет. В английском языке ты это не можешь делать, потому что там нету этого, там окончания по родам и не склоняются. Из-за этого, если ты скажешь, например, если я по-русски скажу, мальчик поймал рыбу, и рыбу поймал мальчик, а если я по-английски это скажу, не знаю, the boy caught the fish, если я их поменяю местами в английском, то получится, что рыба поймала мальчика. То есть я это не могу сделать. Помните всегда. Есть еще одно интересное отличие, я скажу, кто еще какое отличие скажет, например, английского от русского или от чеченского, или сходство. Пока кому-то в голову не пришло, я еще тогда дальше пойду. В английском языке нет склонения по родам, из-за этого и нету падежей. То есть существует только один единственный падеж, это притяжательный падеж, когда сзади этого существительного добавляется «с»,
То есть апостроф, такая запятая, которая вверху пишется, потом S, это притяжательный падеж. Possessive, то есть possessive значит обладать чем-то. То есть, например, если у нас чеберлос, автомобиль чеберлос, если мы по-английски скажем, чеберлос car, то есть автомобиль чеберлос нашего. Или Артур's car, то есть автомашина Артура. Если же это какой-то множественном числе, то есть есть много людей, то в английском языке обычно сзади ставится S же. То там есть слова, которые необычным, не конвенциональным путем делаются множественное число, но в обычных словах там сзади представляется S. И тогда у тебя появляется проблема вот этого, ты просто апостроф сверху пишешь, то есть S уже не добавляется, оно уже есть. То есть если я скажу people's cars, то есть машины людей, множество людей, я просто S и сверху апостроф сделал, но больше S я ставить не буду. Это будет иметься в виду. В чеченском языке, кстати, есть сходство в этом с английским. Мы добавляем сзади «ше», то есть они добавляют S, а мы «ше». То же самое. Машина «ш». То есть машина, машьян, то это одна машина, машина «ш» это много машин. Или «адмаш». То есть в этом смысле сходство еще у нас с английским. И точно так же у нас есть possessive, то есть это притяжательный падеж. Наш, конечно, язык сильно очень грамматику исказили, очень страшно исказили. Она больше на английский там, и на японскую похожа. Падежей у нас тоже нету, есть только притяжательный падеж, но нам падежи придумали. То есть это как невероятно это звучит, нам придумали падежи. Кто еще знает, какое отличие или сходство в этих языках? Падежи в Богду. Падежиш это английский мотта cases. Case. В английском нету, в английском мотта ляц падежиш. Что он делается? А притяжательный падеж, possessive. Cases. На латинском падеже будет так. Есть латинское слово. Я забыл латинское слово, обозначающее падеж. Звоните лишь иногда сами можете напомнить мне. Вы language и сочетите падеж, допустим, нах, нях, ханна, типа, вот эти вопросы, если ставить, у нас же тоже сей, сугар, сугаться. Яцуновый падежиш. Как и в английском языке, у нас есть вот эти частицы, постлоги и предлоги. И всю работу они выполняют. Плюс еще у нас есть вот это глагол связка, который автоматически еще и род определяет. То есть рен, ду, гоу, ю, нахбу, адмишусову, хою. То есть это, оно также определяет род, но и служит таким неким гибридным своеобразным артиклем. И глаголосвязкой, кстати, оно всю работу выполняет. То есть у нас на самой грамматике просто и Цункарьях понял дела, его в 30-х годах сочинили по заказу этого тогдашнего советского правительства, и быстро под русскую там с 8 падежами придумали какой-то страшный комбайн. И не удосуживаясь, скажем так, извлечь реальную грамматику языка. Отсюда возникает вот этот диссонанс. Ты думаешь, что у нас есть падежи, потому что нас убедили, что они есть. Что они у нас есть. Вот эти приставки, глаголы, не приставки, а предлоги и постлоги. Их добавили слова, как будто это одно и то же слово. В результате мы имеем вот этот неправильный. Очень. И, кстати, иностранцу изучать чеченский крайне тяжело именно из-за этого. То есть 90% проблем вот это придуманное
неправильная, не имеющая вообще-то к чеченскому языку никакого отношения придуманная грамматика. Она делает вообще просто невозможным для иностранца по книгам изучать чеченский. Это как, я не знаю, очень сложная, суперсложная задача. С нормальной грамматикой любой иностранец очень быстро выучит чеченский, не знаю, поймет его структуру. Tesla mašola Sergei Bjahmunda. Parmatu čovui. Машвола. Parmatu čovui. Заз Мичехновой. Parmatu čovui. Sanmenotan. Так, а запись сочешь он, или можно просто поговорить? Да, легкая пауза, дикец при этой записи.